парламенте США обсудили вопрос Восточного Туркестана. На собрании, посвященном китайским лагерям и политике ассимиляции, наряду с делегацией Всемирного Ульгурского конгресса приняли участие юристы, ученые и академики. 6 июня парламент Латвии официально признал ссылку крымских татар 1944 года геноцидом. Министр иностранных дел Линас Линкевичус опубликовал в Твиттере следующее заявление. Сегодня Сейм Латвии признал ссылку татаров, устроенную по приказу тоталитарного режима Сталина, преступлением против народа и геноцидом. Мы поддерживаем крымских татар и их борьбу за собственные права. Помощник главы отдела связи с Европой и НАТО при Министерстве обороны США заявил, что С-400 представляет угрозу для американских истребителей. Мы надеемся на то, что Анкара откажется от покупки противоракетных комплексов, так как США и Турция являются союзниками по НАТО, подчеркнул Эндрю Винтеринс. Разведка США получила данные о том, что Саудовская Аравия при помощи Китая ускорила разработку баллистических ракет. Об этом сообщила CNN, ссылаясь на 3 неофициальных источника. Высокопоставленные лица американского Конгресса, в том числе и некоторые демократы, обвинили правительство Трампа в сокрытии важных данных. По сообщениям разведки, Эр-Рияд приобрел у Китая не только ракеты, но и технологии для дальнейшего развития оборонной промышленности. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о том, что Москва планирует построить военную базу на территории Венесуэлы. Российские военные специалисты находятся в южноамериканской стране в рамках договора о военном сотрудничестве, заявил Путин. По словам президента России, даже союзники США не поддерживают идею о вторжении в Венесуэлу, и попытка вмешательства во внутреннюю политику другой страны может привести к необратимым последствиям.